В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. В горном районе тушат лесной пожар на площади 195 гектаров. Сегодня день работников нефтяной и газовой промышленности. В этом выпуске расскажем о сотруднике Сахатранснефтегаза, который трудится в компании не один десяток лет. В России стартовал финал национального чемпионата «Молодые профессионалы». Якутию представят более 100 участников. Лесной пожар на площади 195 гектаров действует в горном районе. Возгорание тушат парашютисты-десантники авиалесоохраны, работники Якутлесресурса и лесной охраны, а также местные жители. Задействовано 4 единицы техники. Угрозы населению и объектам нет. Огонь вызвал задымленность на территориях Горного, Хангаласского районов и Якутска. Пожар в селе Кызылсыр Вилюйского района ликвидирован. Напомним, 28 августа пожар вспыхнул в 1,5 километрах от поселка. Площадь возгорания составила 7 гектаров. На ликвидацию очага были привлечены сотрудники лесничества, ЕТЭК и Сахатранснефтегаза. Сейчас проводятся профилактические проверки территории. Была пройдена очень большая площадь огнем. Пожар вплотную подобрался к поселку в районе школы. Порядка где-то километра полутора расстояние было до населенного пункта. Но благодаря слаженным действиям, нашим слаженным действиям предприятий поселка Кызылсыр, население, которое подошло туда, пожар был остановлен. Была произведена опашка. Сахатранснефтегаз, ЕТЭК предоставляли технику туда. Произвели опашку. И на сегодняшний день пожар локализован. Сегодня в 8 утра дали локализацию. Теперь к последним данным по коронавирусу в Якутии. По информации регионального оперштаба, в регионе за сутки выявили 59 новых случаев COVID-19. Из них 33 заболевших в Якутске, в Мирнинском районе 7, в Татинском 6. В Алданском и Мигино-Кангаласском по 3 заболевших, в Среднеколымском 2. Также по одному случаю выявили в Верхневилюйском, Намском, Амиконском, Хангаласском и Усть-Майском районах. Все ближайшие контакты инфицированных выявлены и изолированы. За сутки в Якутии от коронавируса скончался 1 человек. Кабмин завершил работу над планом восстановления экономики России. Его утвердят синхронно с прогнозом социально-экономического развития. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов. По его словам, план должны утвердить в сентябре. Первоначальный проект национального плана восстановления экономики представили Владимиру Путину 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка. Как ранее заявил министр экономического развития России Максим Решетников, национальный план уже реализуется одновременно с антикризисным пакетом. Правила субсидирования строительства газозаправок на федеральных трассах утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Планируется просубсидировать строительство около 80 таких объектов. В документе уточняется, что речь идет о криогенных газовых заправках, куда сжиженный газ привозится в специальных цистернах. Претенденты на господдержку должны пройти конкурсный отбор. По его результатам планируется определять и общий финансовый и объем финансовой помощи. А норматив субсидирования строительства будет установлен в зависимости от мощности криогенной газозаправки. Центробанк расширил тарифный коридор по ОСАГО. Теперь аккуратным водителям страховщики смогут назначать более низкую стоимость полиса, а лихачам еще больше ее увеличивать. Тарифный коридор для владельцев легковушек юридических лиц расширился на 20%, как вверх, так и вниз. Настолько же шире он стал и для владельцев грузовиков. Для владельцев автобусов нижняя граница опустилась на 5%, верхняя осталась неизменной. Довольно сильно изменился тарифный коридор для владельцев такси. Верхняя планка поднялась на 30%. Правда, настолько же опустилась и ниже. Изменился территориальный коэффициент по ОСАГО. Он снизился более чем в 180 населенных пунктах России. Сегодня День работников нефтяной и газовой промышленности. Праздник ежегодный. Его отмечают в первое воскресенье сентября. Это отрасль промышленности в нашей стране на особом счету. В ней заняты сотни тысяч человек. Герои следующего сюжета – работники Сахатранснефтегаза. Именно они обеспечивают теплом и светом республику на Крайнем Севере. Тему продолжит Полина Долинская.
Награждается грамотой главы Республики Саха-Якутия Данкин Олег Аронович. На протяжении 45 лет Олег Аронович трудится во благо нашей республики на крупнейшем газодобывающем предприятии. Пройдя путь от слесаря до старшего мастера РЭС, в свои 70 лет он все так же продолжает дело своего отца. Проехав все нефтеразведки, остановились здесь. Вот отец у меня работал, потом я уезжал, учился и в 75-м году вернулся сюда, обратно в Кызылсыр. С 75-го года я работаю в Саха-Транснефтегазе старшим мастером РЭС. Я так себя чувствую еще бодренько, думаю, еще поработаю. Работа мне нравится. Как-то я люблю свою работу. Поселок Кызылсыр находится на территории богатейшего и уникального газоконденсатного месторождения России, которое обеспечивает голубым топливом всю центральную Якутию. Акционерное общество «Саха-Транснефтегаз» – крупная национальная нефтегазовая компания, в которой продолжают трудовые традиции газовиков-первопроходцев 60-х годов прошлого века. Задача управления – это добыча, транспортировка и подготовка газа к потребителю у нас. Значит, в ведении УДТГ на сегодняшний день 608 километров магистрального газопровода, 20 ГРС, 20 наслегов мы обеспечим газом. И также находится локальный участок добычи Среднетюркского месторождения. Значит, функции и задачи – это участок добычи газа. Он добывает газ. Значит, добывает газ пока для 3 наслегов. Значит, у нас это Югуляцкие, Курецкие, Тылынинские наслеги поставляют газ туда. Там находится у нас установка комплексной подготовки газа, также магистральные газопроводы и АГРС в этих деревнях. Да, также у нас мы занимаемся приобретением и передачей газа через магистральные газопроводы для города Якутска и наслегов Вилюйского, Кобяйского и Верхневилюйского районов. День работников нефтяной и газовой промышленности – профессиональный праздник тружеников инфраструктуры, важной не только для нашей республики, но и для всей страны. Отмечают его в первое воскресенье сентября. По этому случаю в поселке Кызылсыр состоялась торжественная установка канавязи у здания управления добычи и транспорта газа «Саха-Транснефтегаз». Отличившихся работников компании в торжественной обстановке наградили за добросовестный труд и преданность своему делу. А после все снова вернулись по рабочим местам. Ведь каждый из них несет ответственность за подачу тепла и света в каждый дом республики. Полина Долинская, Павел Пахомов, Кызылсыр. Новая структура национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» будет дополнена отдельным направлением по развитию самозанятых предпринимателей. Об этом сообщили ТАСС два источника, близких к аппарату правительства России. Там будет прописано развитие института самозанятых и создание цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. В него также добавят проект «Популяризация предпринимательства». Также, по информации ТАСС, будет сокращено число федеральных проектов с действующих 5 до 4. В начале июля правительство приняло решение скорректировать цели и задачи нацпроектов в связи с пандемией. Так, работу в рамках нацпроектов продлили до 2030 года. Якутию в финале 8-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» представят более 100 участников. Старт уже сегодня, а завершится чемпионат 21 сентября. Эксперты в режиме реального времени будут следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту. В этом году состязания впервые пройдут в новом формате с применением дистанционных и онлайн-технологий в образовательных организациях. Всего в финале выступят более 2800 человек из 83 регионов страны. Он станет самым масштабным за все время проведения чемпионата. К национальному финалу мы впервые принимаем участие в нацфинале. Мы выиграли регион, в регионе стали лучшими, и сейчас наш участник будет представлять уже из 44 регионов нашу республику на таком большом мероприятии. Вообще в нашей компетенции представлены несколько линеек, так скажем, да. Есть юниорские линейки, значит, там у нас 3 в категории 10
12, 12-14 и 14-16. Первыми начинают и стартуют это молодые профессионалы. Сегодня это подготовительный день, день инструктажей и всего прочего. А завтра уже, с завтрашнего дня и последующие 3 дня будет соревновательные мероприятия. Необычная песочница появилась в Нерюнгри в парке Казанского храма. Подарок детям своими руками сделал энтузиаст, коллекционер ретро-машин Александр Азарян. Тему продолжит наш корреспондент Тамара Игнатьева. От «Жигулей» взял спидометр, панель приборов, и вот так вот прикрутили. И детям интересно, конечно, будет. Сам помню свое детство, за рулем посидеть машины. Старенький микроавтобус «РАФ Латвия» достался коллекционеру Азаряну на запчасти. Точно такой же автобус, но настоящий, после реставрации, будет скоро бегать по городу. Ну а из донора решено было сотворить необычную песочницу. А идея родилась как сама собой, наверное, чуть-чуть фантазии, и решили сделать детскую песочницу. И детям интересно, и руль покрутить, и родителям есть где посидеть на лавочках, и солнце не будет светить, и детишкам, дабы вот так. Песочница оформлена в стиле советских времен, а песок в нем морской, из Владивостока. Александр благодарит всех, кто помог ему воплотить свою идею – сварщику, рихтовщику, художнику. После завершения песочницы долго думали, куда, в какую именно детскую площадку ее установить. Решили на территории церкви иконы Божией Матери. Все знают, поставили год-два назад мотоцикл в парк, день-два, и уже стояло полмотоцикла. Поэтому приняли решение такое, что дабы не простоял он 2 дня, а подольше, пусть лучше стоит в таком красивом месте, как наша церковь. Действительно, парк храма – излюбленное место детворы. Здесь всегда приходят отдохнуть и мамы со своими малышами. Я выражаю благодарность нашим прихожанам, которые, по инициативе которых у нас будет такой небольшой новый аттракцион для детей. Потому что парк нашего храма, он один из популярных в нашем районе. И можно увидеть большое количество детей, которые приходят сюда отдохнуть, погулять, поиграть в футбол, покататься на качелях, просто побыть в спокойной обстановке. На радость детям осень выдалась теплая, поэтому поиграть в парке у них еще будет время. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.